Добрый день, я Борис Федор, ученик 7 Б класса Житайской школы номер 1. Тема лошади тюркскими кличками в русской литературе. Актуальность и новизна. Актуальность темы определяется тем, что в давние времена лошади играли важную роль в жизни любого народа. На них ездили, трудились, соревновались и воевали. Но люди об этом незаслуженно забыли. Во все времена мужчина и лошадь были верными друзьями. И это отражалось в том, какую кличку и имя присваивали люди своему другу и помощнику. Многие помнят с детства сказочного типа Бурку, Вещую, Каурку, Конька-Горбунка, Ершова, Изумруда, Куприна или Собраску, Некрасова. Новизна данной темы заключается в изучении лошадей с тюркскими кличками в русской литературе. Какова их судьба? Об этом идет речь в данной работе. Цели и задачи. Цель нашей работы – выявить роль образа лошади, ее клички тюркского происхождения в едином художественном содержании, произведении русской литературы. Для достижения цели мы представили с собой следующие задачи. Изучить тексты повести Максима Горького «Детство», Чингиза Айтматова «Ранние журавли», фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». Определить, как и с какой целью писатели обращались к образам лошадей, наделив их именами тюркского происхождения. Сравнить изученные клички лошадей с местными якутскими. Максим Горький «Детство», Шарап. Значение – общетюркское слово «выдержанное вино». На калмыцком означает «мудрый», а на казахский язык с арабского – слава, честь, достоинство. Удаля уже в другом значении. Шарап, шарап. Условный грабеж. Взять на шарап, поднять на шарап. Старый новгородский. Разграбить, расхватать по рукам. Что кому падется. Шарап, ребята. Призыв на расхват, на расхищение. Кличка лошади помогает автору полнее раскрыть характеры своих героев. Цыганка и бабушки. Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Карабах. Значение слова в переводе с азербайджанского языка означает «черный сад» или «великий сад». Кара – «черный». Это общетюркское многозначное слово. Роль образа лошади помогает раскрыть образ мальчика, идеи романа. Война есть противное человеческому разуму состояние. Михаил Юрьевич Лермонтов – герой нашего времени. Карагёз, Казбич, Азамат, Белла Печорин, Максим Максимович. Это герой произведения. Значение слова на тюркских языках значит черноглазый. Кёз, глаз, взгляд. Роль образа лошади введен не только для сознания особенностей и премий, местности национального характера горцев, но и как важный компонент идейно-художественной структуры произведения. Чингиз Айтматов «Ранние журавли». 5 мальчиков-плугарей и их бороздовые лошади. Актару, Акбайпак Колюк, Алтын Тояк, Жибек Жал, Чабдар, Чонтору и Карий. Они служат как для выражения местного национального колорита, так и для углубления идейного содержания, произведения для изображения наивысшего напряжения физических и духовных сил народа. Якутские клички наших местных лошадей. Харатчас, Бурукка, Алачик, Бороннур, Сараал, Чолбон, Сулуз, Дахсун, Дергестей, Чисхан. Они близки тюркским кличкам из лошадей из вышеназванных произведений русских писателей, потому что они обозначают одно и то же значение. Масть коня, его признаки, еще отражают характер и нрав лошади. Заключение. Подводя итоги нашего наблюдения, мы делаем следующие выводы. Мы прочитали повесть Максима Горького «Детство», Чингиза Айтматова «Ранние журавли», фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» и Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». Произведения были очень интересны тем, что главными героями были мальчишки, наши сверстники, а рядом с ними мы выявили образ лошадей с тюркскими кличками. Их роль в произведении очень важна, они служат не только для выражения местного колорита. Авторы мастерски вплетают их ткань произведения, с их помощью решают важные идейно-художественные задачи. Мы узнали, что тюркские и якутские клички лошадей близки. Список использованной литературы. Спасибо за внимание.